И мы возвращаемся в студию и будем говорить о пересечении административной границы. Мы уже начали немного об этом говорить. Поясните мне, пожалуйста, вот масса людей, которые пересекают, говорят о том, что это кошмар, невозможно ни ввести, ни вывести, и все нарекания идут в сторону погранслужбы. Я хочу понять, туда оккупанты спокойно впускают, выпускают товары, людей? Ну, там дело в том, что вот над этим постановлением, 1035, да, это постановление, да, над этим постановлением в свое время тоже работали, и оно появилось в результате чего? В результате того, когда в свое время была гражданская блокада Крыма, и для того, чтобы урегулировать этот вопрос в правовом плане, как раз-таки, вот опять же мы возвращаемся к тому закону о свободной экономической зоне Крым, легче было его отменить, и совершенно другие подходы были бы. Но, опять же, в рамках этого закона смогли хотя бы урегулировать в правовом плане и снять, скажем, вот такую общественную напряженность, и поэтому разработали это постановление. Другой вопрос относительно этого постановления. Однозначно можно было бы этим постановлением, и над ним нужно дальше работать, урегулировать эти вопросы. И ведь когда разрабатывалось это постановление, тогда я помню, что у меня несколько иные были позиции. И когда речь была о том, что вот провоз не более 50 килограмм на человека, не более такого-то количества товара на такую-то сумму и так далее. И вот здесь очень важно, нужно, и кроме того, когда стал вопрос, а что мы должны показать, что можно возить, что нельзя, и взяли перечень товаров и предметов из митного кодекса, из таможенного кодекса. На самом деле нужно было взять просто перечень запрета, а не разрешения, да, что нельзя провозить, а не что можно провозить. И вот на практике получилось в итоге таким образом. В том же постановлении писал, что, допустим, если пересекает автобус пустой не с целью заработка, то его можно пропускать. А если пересекает автобус полный, то это уже заработок. И, соответственно, нельзя, коммерческая деятельность. Но здесь вся проблема вот здесь заключается в том, что все-таки мы должны пересмотреть это постановление, потому что на практике даже получилось так, что два студента, которые ехали, везли 7 килограммов персиков, их заставили избавиться от этих персиков. И это не столько даже сами пограничники, сколько таможенная служба. И тут возникает проблема. Возили в Крым или вывозили Они из Крыма ехали в Киев на учебу, и их заставили избавиться от 7 килограммов персиков на 2 человека. Что бы я тут сказал? Первое. Действительно, как говорится, коррупция погубит все. Естественно, эта ситуация приводит к тому, что таможенная служба на админразмежевание – это очень хлебная должность, все это прекрасно понимают. С другой стороны, я согласен с Искендером, действительно есть абсурд этого постановления в части ограничения прав физлиц, безусловно. С другой стороны, мы видим сегодня судебную отмену постановления в целом. Насколько я понимаю, оно сейчас не действует. Действует. Нет, не может быть, если она на основании чего тогда? Судебная, насколько я помню, была судебная отмена. Там, по-моему, только У нас апелляция. будет Олег Слободян, и мы его об этом апелляция была. То есть, опять же таки, если оно будет отменено в целом, это облегчит жизнь студентам, но одновременно откроет Крым для крупного бизнеса. Потому что оно будет отменено в целом. И я думаю, здесь как раз-таки олигархи заинтересованы в этом, потому что... В целом, да. И вы же понимаете, какой поток ресурсов потеряли, когда появился определенный запрет. Я хочу вот о чем Но сказать. они его не потеряли, они его перенаправили. Это тоже надо понимать, что вот то, что мы говорим, закон, то есть основа всего закон о свободной экономической зоне. Да. Этот закон был принят буквально, по-моему, за неделю или через неделю после того, как аналогичный закон о свободной экономической зоне Крым был принят в России. Да. То есть мы это поразительно, как украинское законодательство имеет синхрон с оккупантами, отказывается его удалить 2 или 3 года. При этом люди говорят, вот рассказывают, что, послушайте, мы, россияне, запрещают ввоз украинских товаров. А Украина запрещает вывоз Украины импортных товаров, и мы находимся, вернее, украинских товаров. То есть получается так, что россияне теоретически пропустили бы украинские товары, но украинцы запрещают вывоз украинских товаров. И человек везет коньяк какой-то там одесский, и ему надо вылить его, а французские не пропустят оккупанты. Почему, когда мы говорим о гражданах, мы не можем мониторить законодательство оккупантов и каким-то образом попытаться облегчить жизнь людей? Но ведь этот же закон был не о гражданах, это закон был о крупных предприятиях. Ну, это риторический вопрос. И поэтому, когда это постановление было принято, тут же возникла так называемая морская схема, да?
когда грузы пошли по другой... По морю, По да. морю, и очень был хороший подъем с этого всего. Потом схема немножко изменилась. И теперь мы видим желание отменить постановление, потому что оказалось, что вот эта схема по морю, она засвечена сейчас. И там слишком много третьих игроков, которые могут это немножко остановить и поймать людей за руку. Я правильно понимаю, что если все отменить полностью 10.35, то тогда это опять откроет Да, СЭС, да, свободную да, зону Крыма? Можно возить что угодно, да. То есть действие закона, оно абсолютно не мешает, но при этом постановление уже не может ограничить, скажем, провоз товаров через границу. Другими И словами. мы можем увидеть снова многокилометровые очереди фур и ввоз именно товара из Украины в Крым. То, в чем на самом деле нуждается Крым, потому что оккупант не способен полностью обеспечить Крым без Но ведь тогда эти украинских товары не товаров. шли на нужды Крыма, они шли через Крым и дальше. Здесь Ну да, есть еще один да, вопрос, 20% о где-то котором по нашим подсчетам мало оставалось. любят говорить. То есть есть проблема транспортного сообщения с полуостровом, да? И тут у нас есть как бы одна крайность. То есть у нас есть якобы существующие полулегальные маршруты до КПП и после КПП. Есть там маломерный транспорт, который фактически перевозит пассажиров, но де юре он перевозит некоммерческую перевозку. Крупные автобусы не пускают. Иногда там были ситуации, когда их пускали, иногда не пускали. 3 года официально наш доблестный Мининфраструктуры и Укртрансбезопасность отказываются оформить паспорта маршрутов до КПП. Для того, чтобы на КПП была официальная автостанция. И чтобы у нас была... Чтобы человек мог официально доехать до КПП по билету, по рейсовому автобусу, выйти там и дальше идти в Крым через КПП. 3 года вот все ложатся костьми, но только бы этого не было. А это даже не сервисный центр, это просто согласовать приказ и поставить столбик, по большому счету, без каких-либо затрат. Но 3 года никто на это не Но идет. это прекрасная история. Да. То есть у нас получается какое нежелание брать налоги Да. за коммерческие У перевозки. нас господин Амелян, министр инфраструктуры, надел вышиванку, сходил на КПП, прокричал там «Крым – це Украина». Ему, наверное, понравилась эта ситуация с полулегальными перевозками. И 3 года это продолжается. Вообще, относительно, опять же, этого постановления 1035, вся проблема в том, что у нас есть популистские заявления о том, что мы должны сохранить связи, да, с нашими гражданами в Крыму, мы должны контактировать постоянно. И вот здесь как раз-таки, здесь очень важно было создать вот такие условия, что пусть бы даже малый бизнес развивался, пусть бы даже представители малого бизнеса из Крыма приезжали бы в Херсонскую область и приобретали бы товар, но понятно, что на легковой Вообще машине они тогда. много не вывезут. А речь была, и было, если помните, требование гражданской блокады Крыма, это приостановить торговлю, как больше контрабандную торговлю именно крупного бизнеса. Для того, чтобы действительно не дать возможности оккупанту контролировать территорию. И через это в том числе заниматься контрабандными схемами. Это была борьба против, скажем, крупных коррупционных схем. И я полностью поддерживаю эту борьбу. И единственное, вот это постановление, которое возникло, это была та лазейка правовая, скажем так, где можно было это урегулировать, чтобы это было в рамках правового поля Украины. Другой вопрос, что действительно это постановление нужно пересмотреть с учетом ввоза-вывоза товаров именно не с позиции перечня разрешенных, запрещенных да. товаров и количество запрещенных. И все. Я даже на тот момент, будучи в той же комиссии, я говорил о том, что мы должны ограничить сумму, да, или и не в килограммах, потому что цена картошки и цена лука это совершенно разные. Я вот что хочу спросить. Список разрешенных к вывозу товаров. С точки зрения права. У нас для граждан действует вот это правило, что все, что не запрещено, то разрешено. Я правильно же понимаю? И если у нас, то есть, соответственно, вот этот список разрешенных товаров, разве это вообще правовая категория, когда речь идет о гражданах? Потому что разрешенное может быть только для чиновника. Если мы имеем режим особый, а мы имеем особый административный режим, линии разграничения, режим возле то, в принципе, ни одна международная инстанция не признает это отдельным нарушением права. Другое дело, что это действительно глупо. Но Скажите мне, вот там особый режим?
Вот это вопрос. Там режим государственной границы. Возле административной границы Херсонская, Николаевская область, это... У меня просто была дискуссия с некоторыми правозащитниками, которые утверждают, что там нет особого режима. Что... Нет. Пограничная Объясните мне. служба у себя на сайте пишет о том, что это пограничный режим. Есть закон о ТОТ, есть полномочия погранслужбы на осуществление КПП. Там есть три Там пограничных режима. Особый порядок режим перетянул. Да, на КПП есть особый режим точно. Да. Есть дискуссия, только есть там контролированный прикордонный район. Вот это вопрос сложный. А режим госграницы и режим правильной госграницы и режим по пунктам пропуска, он там, безусловно, существует. Да, там же такая, по-моему, формулировка, что это административная граница, приравненная к... Да, Виктория, вы государству. хотели... Да, я хотела добавить по 1035. Я скажу с точки зрения правозащитной организации, с точки зрения людей, да, не предприятий, не бизнеса, а вот именно с точки зрения людей, как 1035 отбивается на гражданах обычных. Я не думаю, что 1035 в любом его виде, на данный момент и с какими-то небольшими вариациями, как-то особо бы повлиял на вопрос перемещения товаров через админграницу, если честно. Мне кажется, что там слишком мало прописано для того, чтобы запретить или разрешить на данный момент провоз товаров через админграницу с коммерческими целями. Но там очень много посвящено именно личным вещам и именно физическим лицам. Там идет перечень личных вещей, которые запрещены, точнее, которые разрешается перевозить людям. Да? То есть там целая ссылка на 240-ю статью Таможенного кодекса, без последнего пункта. В последнем пункте в Таможенном кодексе прописано «та інші речи», а в постановлении 1035 там именно вот попунктно этот перечень вещей без возможности какой-то другой трактовки, то есть без возможности... Объясните мне, как определить личную вещь? Лично в... Вот я везу телевизор, если у меня нет документов о покупке в период украинской юрисдикции, это не личная вещь. Но в данном случае они определяют личную вещь вот этим вот списком. Вот тут и происходит процесс коррупционной схемы. Да. Когда, что личное, что когда наличное. человеку нужно либо как-то договариваться с таможенником, либо как-то, я не знаю, либо не провозить, либо выбрасывать личные вещи. Причем в районе приграничной территории нельзя. То есть нужно вывозить и так далее. Другими словами, необходимо четко прописать, что такое личные вещи. Но опять же, я вижу тут более простой процесс. Опять же, еще раз говорю о том, что вы понимаете, вы все не предусмотрите, Да. вы не сможете весь Невозможно перечень сделать вещей исчерпывающий прописать. перечень. И тогда действительно была допущена ошибка, когда просто сослались на то, давайте возьмем 280-я там статья Таможенного кодекса, как раз где перечень идет. Но я все-таки говорю о том, что должен быть перечень запрещенных вещей. Из запрещенных объемов, все. А все остальное можно провозить. И тем более, когда люди личные вещи, даже старые диваны не могут провести, и были такие зафиксированные случаи. Но это как бы не У нормально. меня диван это просто герой наших программ последних полугода. Я просто не закончила мысль. Там еще есть перечень продуктовых товаров, которые можно провозить, которые и вот там вообще просто набор, можно сказать, как для гуманитарной посылки на временно оккупированной территории. Мы видим на практике, что люди не могут провозить ни мебель, ни бытовую технику, ни лекарства, ни домашних животных на данный момент. Да, домашние животные – это большая проблема. Да, это большая проблема. Это огромная проблема. И это постановление, если не отменять, то нужно его кардинально изменять. Я согласна с тем, что там нужно наоборот прописать то, что запрещено провозить и разрешить все остальное для провоза. На рабочих группах законопроекта про временно оккупированную территорию авторства Оксаны Сыроид 3593 очень много времени мы потратили на обсуждение свободы передвижения, провоза товаров. И там присутствовали многие профессора, доктора наук, депутаты, представители МЗС. И, в принципе, пришли к мнению такому, что это даже не в рамках этого законопроекта, это в целом обсуждалось видение возможности перемещения товаров. Все-таки личные вещи важно разрешить перемещать людям. Скажите мне тогда, почему, когда было все обговорено и фактически уже была договоренность по этому законопроекту Оксаны Сыроид, он вдруг резко убирается, и у нас появляется новый какой-то закон и новое обсуждение? Потому что рабочая группа работала с этим текстом, и
изменения, которые были внесены в тут законопроект, над которым работали, они были настолько существенными, что необходимо было регистрировать новый законопроект. Но теперь у нас Там еще новый... альтернативные же появились. Там уже два Помните, да. альтернативных теперь. И как раз-таки обычно, если хочешь... То есть такими словами у нас опять будет обсуждение, мы опять укладываем Как я это себе вижу сегодня? У нас, к сожалению, есть политика сознательного доведения ситуации до абсурда. Для того, чтобы максимальное действительно социальное напряжение возникло, и на этой волне полностью разрешить и либерализовать, провозить в Крым что угодно с коммерческими целями. Ну, То есть вот скорее прикрываясь всего. интересами людей, как в очередной раз наш крупный бизнес, когда их определенные схемы по завозу-вывозу сырья и прочего из Крыма немножко накрылись в последнее время, теперь судорожно пытается вернуть СЭС в полном объеме и возить что угодно. К сожалению, здесь люди страдают больше всего, потому что это искусственное нагнетание. Вот оно... Этим законопроектом вообще не планируется вернуть СЭС в полном объеме. Наоборот, этот законопроект и остается, даже его новая редакция, вот, которая была зарегистрирована недавно, она остается дискриминационной, потому что там очень много ограничений для граждан, для жителей оккупированной территории. И, грубо говоря, все равно поддерживается идея блокады оккупированной территории Крыма и граждан. Ну вот я, находящихся там. например, поддерживаю идею блокады территории Крыма, но не граждан. То есть это мы опять-таки, вы послушайте, у нас есть, например, рекомендации, я уже говорила, Белой книги, вот Коздобина, Тищенко, они презентовали, они фактически просто советуют утвердить блокаду, которую начали активисты. Но я говорю о том, что все равно Украина должна осуществлять свои позитивные обязательства по отношению к Безусловно. гражданам, находящимся на оккупированной территории. Это самое важное. Это У нас безусловно. на связи Олег Слободян, пресс-секретарь Государственной приграничной службы. И вот сейчас мы его спросим о законе 1035 и обо всем остальном. Здравствуйте, Олег. Да, доброго дня. Да, доброго дня. Скажіть, будь ласка, от ми тут обговорюємо порядок перетину адміністративного кордону. Скажіть, будь ласка, наскільки зараз збільшилася, зменшилася кількість людей, транспорту, що перетинають кордон? Ну, взагалі ми бачимо і відслідковуємо стійку тенденцію до зниження пасажиротранспортного потоку на окупованій території. От, наприклад, за перший квартал ми провели аналіз, і кількість людей, які їдуть до окупованого півострову, в порівнянні з минулим роком зменшилося на 24%, а якщо говорити про транспортні засоби, то взагалі на 50%. Потім перед травневими святами російські прикордонники, російська влада в окупованому Криму намагалися штучно створити черги для того, щоб показати, що нібито багато українців їдуть на травневі свята до півострову, хоча статистика знову ж таки це не підтверджує. Ми знову таки відслідковували зниження пасажиротранспортного потоку на травневі свята десь приблизно на 20-23% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Скажіть, будь ласка, у нас тут ще одне питання, яке виникло в процесі обговорення. Ми говорили про постанову 1035, яка вже просто, про яку вже не говорить тільки лінивий. Скажіть, будь ласка, зараз ця постанова, вона продовжує діяти? Ну, оскільки мені відомо так, але те, що стосується переміщення товарів, то це більше питання компетенції митної служби. І ще питання. Були пропозиції про те, щоб влаштувати на адміністративному кордоні певні надання адміністративних послуг, наявність зупинки автотранспорту. Чи є якісь зрушення в цій ініціативі? Чи взагалі ми дочекаємося якогось облаштування КПП? Ну, дивіться, загалом облаштування контрольних пунктів є компетенції місцевих влад. Що стосується, наскільки це потрібно Україні створювати там якісь постійні споруди чи постійні контрольні пункти, контрольно-пропускні пункти, мабуть, що все-таки ні, тому що це тільки фактично буде легітимізувати окупацію Криму. Тому все-таки там будуть тимчасові споруди. Але що стосується мінімальних зручностей для громадян, які перетинають адмінмежу, то, звичайно, ці зручності повинні бути. Що стосується адмінпослуг, то буквально нещодавно Хельсинська спілка виходила з відповідними ініціативами. Я знаю, що вони розглядалися
в адміністрації, наскільки мені відомо, там з нашого боку рішення було позитивним стосовно того, щоб сприяти громадянам в наданні адміністративних юридичних послуг. Тому, скажімо так, якщо вже не аналізувати це по деталях, що ми зі свого боку бачимо і підтримуємо будь-яку ініціативу, яка сприяє в першу чергу інтеграції тих громадян, які вимушені проживати на окупованих територіях, до єдиного українського простору. І ще одне питання у мене, пане Олеже. Скажіть, будь ласка, а від кого залежить облаштування цих пунктів по наданню адміністративних послуг для кримчан, що переходять через зону адміністративного кордону? Якщо ми говоримо про безпосередньо контрольні пункти в'їзду-виїзду, то, звичайно, організаційно місцями для роботи це повинні їх забезпечити місцеві органи влади, але при цьому повинні всі контрольні служби, враховуючи місцеві органи, погодитися з тим, що дійсно це потрібно і ці пункти повинні бути саме там. І від вас, наскільки я розумію, погодження є? Від нас, наскільки мені відомо, погодження є. Дякую. Дякую дуже. З нами був Олег Слободян, пресс-секретарь Державной прикордонной службы. Ну вот, мы услышали о том, что все чудесно, и то есть все разрешения есть, это правда? Ну, все хорошо, прекрасная маркиза, но автостанции не будет. Проще брать деньги с водителей автобусов, тем же пограничникам, за нелегальный проезд КПП. Мы, кстати, за режимные территории. тут очень интересный момент был. Місцеві органи, місцеві адміністрації. Вот в Херсонской области, там вот эти села полуживые, то есть, что такое село, чем оно, то есть это же налоги и так далее, вот оно им надо? Ну, в принципе, это прибыль может быть для них. Ну, определенно, если там функционирует. Возможно, да. Там, в принципе, люди должны быть трудоустроены. Я хочу сказать, недавно был презентован Министерством по оккупированным территориям план действий по отношению к оккупированной территории Крыма. И там в плане действий прописано в том числе возможное облаштування на адміністративній межі пунктів адміністративних послуг, а облаштування самих КПВВ щодо санитарно-гигиеничных умов. И также там еще был пункт важный, и эти все вопросы мы в том числе поддерживаем. Вопрос функционирования круглосуточного телефона, доверия на самой буферной зоне. Вот. Я хочу понять. Да, но вся проблема в том, что этот, скажем, нормативный документ, он еще и не принят. Ведь он был презентован как проект, и тогда собирались правозащитные организации. Но сколько времени уже Кто прошло. должен принять его? Но здесь, в первую очередь, должна быть инициатива. Это уровень Кабмина. Но, опять же, эта инициатива принадлежит и компетенция Минтот. Но, насколько я знаю, И по большому счету, то, что вот эти происходят задержки, вот сколько времени прошло, да? Хотя это речь идет только о плане. Понятно, что под этим планом должны быть подразумеваться уже и финансирование и так далее и тому подобное. Финансирование Понятно, что может здесь быть будут, только в бюджетном году. И, соответственно, когда он будет реализован или вообще хотя бы принят, это тоже большой вопрос. Поэтому здесь должна быть активная работа и Министерства по оккупированным территориям, и правозащитных организаций, и общественности, для того, чтобы действительно было предусмотрено бюджетом Украины, чтобы согласовал Минфин и так далее. Я То есть просто здесь пытаюсь ряд понять себя, о серьезных какой проблем. сумме идет речь. Нормальная будка, ну извините, Да. вот мы Сумма говорим, небольшая. мы сейчас говорим крымчанам, которые вот эти вот Это очень- аналогичные вот это- объекты ставят за Это полгода. хорошая иллюстрация того, что это на самом деле никому не нужно. Ну, с органов государственной власти. Речь о том, что действительно финансирование здесь, согласно нашим нормативным документам, может быть из различных бюджетных программ. Если это захочет, это может быть Минтот. Если это захочет, это может быть Минэкономрозвитки, это может быть те же финансирование ДПС, например, выделить им лишние деньги по их бюджетной программе. То есть здесь нет абсолютно никаких нормативных или организационных препятствий. Здесь нет отсутствия желания. В плане написать, в проекте плана, даже не в плане, да, это одно. Положить там первый кирпич на асфальт, это абсолютно другое. Ну, я не согласна с тем, что нет прям желания вообще, потому что, и насколько я знаю, этот план действий сейчас на стадии согласования с другими органами исполнительной власти. Но я хочу сказать, что кроме административных пунктов, предоставления административных услуг, очень важно
на КПВВ все-таки сделать максимально возможно комфортные условия, которые соответствуют всем санитарно-гигиеническим нормам. Потому что грядет лето, грядет жара, зима, ну, дальше, понятное дело. Будут очереди, будет пересечение КПВВ, и все же там необходимы действительно качественные услуги с точки зрения воды, с точки зрения питания, с точки зрения туалета, для того, чтобы медицинской помощи, для того, чтобы люди себя действительно могли чувствовать комфортно. Однозначно. Вот смотрите, но здесь же за такую сферу, за обеспечение на приграничных территориях санитарно-гигиенических норм и так далее, в том числе отвечают и погранслужбы и так далее. Да? И, соответственно, здесь даже это не связано с этим планом, когда они в любом случае должны выполнять эти действия. Я это не говорю в подвязке к плану, я это говорю, что это важно. Другой вопрос, что здесь проблема в том, что, вот, допустим, я вот вспоминаю ту практику, которая была, когда даже мы обсуждали при Минюсте вот эта координационная рада, когда приходила общественность, правозащитники, мы обсуждали практически все вот эти нормативные документы, мы спорили, мы пытались понять, где-то к нам прислушались, где-то нет, но шла и была постоянно системная живая работа. К сожалению, как Минюст передал эту работу, эти функции, сейчас нет вот такой активной, постоянно живой дискуссии. Министерство по оккупированным территориям. Я считаю, это в какой-то мере недоработка Министерства по оккупированным территориям. С другой стороны, я понимаю, что само министерство еще не укомплектовано полностью. И это тоже связано с финансированием и так далее. Но при этом... Мы все время можем себе объяснить. Нет, вы понимаете, здесь еще много моментов есть, когда много зависит от самого руководства, которое должно ходить по кабинетам профильных министерств, налаживать контакты, прорабатывать, пробивать, лоббировать. Потому что это практика, это система государственного управления. И поэтому для того, чтобы было в том числе привлекать депутатский корпус, ведь в свое время было создано межфракционное объединение Крым, да, которое могло быть лоббистом в качестве я вам депутатов. признаюсь, я в каждую передачу, я беру список этой внефракционной группы Крым и обзваниваю, и слышу: извините, извините, извините. Мне интересно, эта группа называется Крым, но она не ходит ко мне на передачу «Майбутний Крым». А вы озвучиваете тех людей, депутатов Верховной Рады, которые вроде бы где-то вслух кричат о Крыме, да, а на самом деле на практике не помогают в этом вопросе. На самом деле несколько депутатов, которые имеют отношение к Крыму, ведут серьезную работу. И сочувствующие им лица. Мы должны сейчас уходить на рекламу, но мы как раз в следующем блоке будем говорить о политическом процессе и о представительстве, и о тех депутатах, которые все-таки должны что-то делать. А у нас, подождите, у нас звонок из Крыма, звонок сейчас в студии, и сейчас мы поговорим, уже тогда уйдем на рекламу. Здравствуйте, вы в эфире. Очень плохо слышу. Здравствуйте. Так, то є Андрій з Західної України, з Львова. Доброго дня. Ну і питання в мене таке. Я все життя від'їздив на фурі, так як Донець нас годував, казав, що нам це дає, Крим теж там щось нам давав. Я думаю, що вони нам нічого не давали. Ні на Західну Україну, ні на Середню Україну. Повірте мені, що я їздив на холодильнику і від'їздив півжиття. В чому питання? Кому ви хочете задати питання? Я хочу задати питання, чому так сталося, що Крим, ви там обсуждаєте сюди-туди, а Крим наш. Ну, це хороше питання. Я думаю, что, слушайте, мы должны уходить на рекламу, и мы, на самом деле, обсудим вопрос по нашему Крыму именно после рекламы, и как раз по экономике.